Абхазия – это один из красивейших уголков Земли, расположенный между горами и морем. Что нужно знать о ней обычному туристу? Местные жители называют свою республику Апсны, что в переводе означает «страна души». Государство площадью 8660,5 квадратных километра населяет более 245 тысяч коренное население абхазы. Столица Абхазии – город Сухум. Государственный язык абхазский. Русский язык признается вторым государственным. Республика Абхазия расположена на берегу Черного моря, между Россией и Грузией, на границе Европы и Азии. Береговая протяженность 220 километров. Климат влажный, субтропический. По всей территории республики проходит железная дорога. В настоящее время осуществляются грузопассажирские перевозки. Международный аэропорт Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба располагается в 18 километрах от столицы. Его взлетно-посадочная полоса является одной из самых длинных в СНГ и составляет 3,64 километра, что позволяет принимать все типы гражданских и военных самолетов. В Абхазии два морских порта. Главный порт Сухум является одним из важных транспортных узлов на Черном море. Ачамчирский порт в настоящее время принимает грузовые суда из Турции. Пропускная способность до 500 тысяч тонн в год. Осуществляется регулярное морское сообщение между черноморскими портами Абхазии, России и Турции. При содействии Министерства транспорта России в 2019 году в рамках Российского инвестиционного форума в городе Сочи подписано соглашение по организации круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России. История. История абхазского народа насчитывает тысячелетия. С VI века до нашей эры здесь строятся крупные эллинские города-крепости – Диоскурия, Гюэнос и Питиунт, имевшие тесные экономические связи с Грецией. В 786 году образовалось Абхазское царство, которое включало в себя часть современной Грузии и Краснодарского края России. Оно существовало до начала XIII века, и вплоть до XX века Абхазия входила в состав разных существовавших на тот момент империй. В XIX веке в Абхазии прошло несколько волн махаджирства, массового насильственного переселения абхазов в страны Ближнего Востока. С 1921 года начинается история Советской Абхазии. 14 августа 1992 года Грузия ввела в республику свои войска. Абхазо-грузинская война продолжалась 413 дней. Вооруженный конфликт завершился 30 сентября 1993 года победой абхазского народа. 26 августа 2008 года был подписан указ о признании независимости Республики Абхазия Российской Федерации. Вслед за этим последовали признания других государств – Венесуэлы, Никарагуа, Науру, Вануату. В мае 2018 года Абхазию признала Сирийская Арабская Республика. Культура. В абхазской культуре переплелись современность и уважение традиций. Апсуара – кодекс поведения, появившийся еще в далекие времена. Несмотря на древность, он применяется в повседневной жизни и сегодня. Абхазская культура богата поэтическим и музыкальным фольклором, народными танцами и музыкой. Самобытность здесь прослеживается во всем, в том числе и в архитектуре, исторических памятниках и объектах национально-культурного наследия. В православном мире Абхазия считается последним пристанищем апостола Симона Канонита, одного из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. В IV веке новой эры в Абхазии принимается христианство. Здесь также проживают мусульмане, католики, лютеране, иудеи. Как доказательство многонациональности и многоконфессиональности Абхазии. Туризм. Одной из наиболее динамично развивающихся и перспективных отраслей экономики Абхазии является туризм. Абхазию ежегодно посещает до 1,5 миллиона человек.
сказочные пейзажи озера Рица, магическая красота одной из крупнейших в мире Новоафонской пещеры, Симоно-Канонитский монастырь, Сухумский ботанический сад и многое другое производят неизгладимое впечатление на туристов. В Абхазии активно развиваются разнообразные виды туризма, такие как пляжный, горный, экскурсионно-познавательный, спортивный, лечебно-оздоровительный, гастрономический и паломнический туризм. Сегодня в республике активно строятся гостиницы, рестораны, создаются объекты инфраструктуры, улучшается сервис, прокладываются интересные маршруты. В Абхазии более 500 объектов размещения, и каждый сможет выбрать для себя наилучший вариант. Наиболее востребованы гостиницы Амра Парк Отель Спа, Абаата, такие крупные отели, как Атриум Виктория, Рица, Wellness Парк Отель Гагра, Самшитовая роща, Леон, объединение пансионатов Курорт Пицунда, Сосновая роща, гостиница Грифон и Эвкалиптовая роща. Бизнес. Развитию товарооборота способствует выгодное экономико-географическое положение республики, позволяющее применять морской, сухопутный, железнодорожные виды транспорта для поставки грузов. Увеличивается список стран, у которых налажены торгово-экономические связи с Абхазией. Абхазское законодательство позволяет иностранным инвесторам осуществлять свою деятельность без создания юридического лица. В Абхазии создан благоприятный налоговый режим для потенциальных инвесторов, в том числе установлены низкие ставки налога на прибыль и НДС. Основным партнером в бизнесе является Россия. Второе место по объемам товарооборота занимает Турция. Абхазии налажено успешное взаимодействие во внешней торговле более чем с 30 странами. Активно развиваются торгово-экономические отношения между Абхазией и Республикой Крым, в частности, в области поставки на полуостров инертных материалов. Также при строительстве объектов зимней Олимпиады 2014 в Сочи использовались инертные стройматериалы, добываемые в Абхазии – щебень, гравий, песок. Производство и экспорт. Подписанное в 2012 году межправительственное соглашение о беспошлинном режиме торговли товарами и экономическом сотрудничестве между Абхазией и Россией оказало большое влияние на рост экономической активности. В 2018 году аналогичное соглашение подписано между Абхазией и Сирией. Ведущие позиции в отраслевой структуре занимают торговля 40%, промышленность 14%, строительство 9,7%, связь 4,4%, сельское хозяйство 3,2%, прочее 28,7%. В последнее время промышленный сектор Республики Абхазия входит в тройку базовых отраслей, формирующих ВВП. Абхазия – аграрная страна, поэтому приоритет дается агропромышленному комплексу. Восстанавливаются виноградники и цитрусовые плантации, фруктовые сады, фермерские и рыбные хозяйства и птицефабрики. Цитрусовые, фрукты, вино, орех, фундук и другая сельскохозяйственная продукция являются одной из ключевых экспортных позиций на сегодняшний день. Валовый сбор цитрусовых в год составляет 30-50 тысяч тонн. На экспорт идет порядка 80% собранного урожая. Второе место по праву занимает виноделие. На территории Абхазии выращивают европейские сорта винограда, на основе которых производят изысканное вино и шампанское. Из Абхазии ежегодно экспортируется 2-2,5 тысячи тонн хурмы, до 600 тонн фейхоа, 1500 тонн орехов, 52 тонны киви. В настоящее время абхазский мед пользуется популярностью как в России, так и в дальнем зарубежье. Животноводство представлено молочными продуктами и мясом и не выходит за пределы внутреннего рынка. Рыболовство – наиболее ориентированная на экспорт отрасль. Ежегодно в акватории Абхазии местные и иностранные предприятия вылавливают более 30 тысяч тонн хамсы. Из них около 60% идет на переработку, остальное на экспорт. Из хамсы получают рыбную муку и рыбий жир. Ежегодно экспортируется более 8 тысяч тонн такой продукции. В Абхазии есть форелевое хозяйство, при котором функционирует небольшой рыбзавод.
Среди основных направлений развития современной промышленности Абхазии – гидроэнергетика, деревообрабатывающая промышленность, производство стройматериалов, пищевая, легкая и добывающая промышленности. Республика Абхазия располагает большим объемом разведанных полезных ископаемых. Ежегодно в столице Абхазии Сухуме проходит Абхазо-Российский деловой форум. Он дает возможность заключать соглашения об экономическом сотрудничестве и деловом партнерстве. Самое крупное предприятие по производству вина – Вина и воды Абхазии. Завод оснащен самым современным оборудованием. Компания поставляет на российский рынок 17 наименований вин и коньяков и входит в пятерку по экспорту винодельческой продукции на территории Российской Федерации. Продукция компании регулярно становится обладателем наград на различных международных конкурсах и выставках. Другое крупное предприятие «Шато Абхаз» — высокотехнологичное производство тихих и игристых вин, чачи и кальвадосов, пива и лимонадов, минеральной воды и свежезамороженных фруктов. На территории Абхазии активно строятся тепличные комплексы по выращиванию овощей. Кындык-Агро – тепличный комплекс круглогодичного производства овощной продукции. Фруктис – тепличный комплекс по выращиванию томатов и огурцов. Продукция реализуется в основном на российском рынке. В Абхазии произрастает более 2000 различных медоносных растений. Пчеловодством в Абхазии занимаются почти во всех районах – горных и низменных. В 2018 году за счет финансирования государства был запущен новый завод по очистке и фасовке меда республиканское унитарное предприятие «Абхазмед». Оборудование позволяет переработать до 900 тонн сырья в год. Визитная карточка абхазской кухни – это аджика. В Абхазии особое внимание уделяется производству этого продукта. Аджика Амца – это современный бренд компании «Абхазпродукт». Сады Абхазии занимают практически половину ее территории и богаты натуральными плодами и ягодами. Открываются новые предприятия по переработке фруктов и ягод. Наиболее крупная компания этой сферы – «Абхазские сады». В его ассортименте есть уникальные виды джемов. В данном сегменте заняты такие предприятия, как «Абхазская сказка», «Абхазские фрукты» и другие. Абхазия занимает первое место в Евразии по обеспеченности чистой питьевой водой на душу населения. Ресурс Юг – совместное российско-абхазское предприятие по производству питьевой и минеральной воды. Природная минеральная вода Гумиста соответствует стандартам качества. Аквасервис – предприятие по разливу питьевой воды высшей категории. Основано в 2010 году на базе артезианской скважины в долине реки Кадор. Вода Кадор получила сертификацию в Евразес. Пивоваренный завод «Сухумский» действует с 1953 года, является ведущим производителем пива и прохладительных напитков в республике и ассоциируется с качеством, проверенным временем. Здесь производят пиво, квас, минеральную, питьевую и сладкую газированную воды. Минеральные воды Абхазии. Предприятие является ведущим производителем минеральных вод и безалкогольной продукции на территории Абхазии. В Абхазии имеются крупные торговые компании в сфере реализации продуктов питания, бытовой химии, строительных материалов, занимающиеся официальной дистрибьюцией всемирно известных и отечественных брендов. Абхазия была и остается страной, открытой для новых идей и инвестирования. Молодое государство открыто для сотрудничества и готово строить отношения с внешним миром. Благодаря этому на сегодняшний день налаживаются экономические контакты не только с Россией, но и со странами дальнего зарубежья. Новые совместные проекты, успешные предприятия – доказательство того, что страна идет в ногу со временем.